Дорогие друзья, я хотела бы оттолкнуться от слов Энгеля Наваковича, который очень ярко акцентировал внимание на том, что этот год, 2020, для нашей республики год особенный. Это год 75-летия Великой Победы и столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. И в этот год, как никогда, мы обращаем свой взор в свое прошлое, осознаем, что только в единстве нашей силы, осознаем уникальное место нашей республики в федеральной системе ценностей. Наша история учит нас жить в мире согласия, чтить традиции, уважать уникальность нашего многонационального и многоконфессионального народа. Я глубоко убеждена, что вы так же, как и я, считаете, что на каком бы месте мы с вами ни работали, чем бы мы ни занимались, наша главная задача – защищать интересы республики, принимать решения, которые полезны гражданам, и разрабатывать только те программы, которые ведут Татарстан вперед. Мне нравится осознавать, что законодатели всех уровней, правительство Республики Татарстан, руководство городов и районов, бизнес-сообщество, лидеры общественного мнения являются собой единую, уникальную команду единомышленников под руководством нашего лидера Рустама Нургалиевича Минниханова. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, согласно возложенных на них обязанностей, должны принимать качественные, своевременные, актуальные и справедливые федеральные законы. Думаю, для нашей с вами работы будет интересно, если я напомню о важнейших новеллах, принятых Государственной Думой в течение прошлого года. Это ряд законов по демографической политике в рамках десятилетия детства, которому дал старт наш президент России Владимир Владимирович Путин и в рамках национального проекта «Демография». Так вот, в рамках нацпроекта «За демография» и десятилетия детства законодательно установлены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума при рождении первого ребенка. Увеличены критерии нуждаемости для их выплат с 1,5-кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума. Продлена программа материнского капитала. Расширены возможности его использования. Запущена специальная программа льготного ипотечного кредитования для многодетных семей. Считаю важным принятый нами закон об общественном контроле организации отдыха детей, устанавливающий дополнительные меры, позволяющие обеспечить безопасное пребывание детей в детских лагерях. Ровно как и закон, защищающий детей от колумбайн-сообществ и интернет-ресурсов, который призывает детей к насилию и нанесению ущерба своему здоровью. Принят законопроект о гарантированном государственном, бесплатном, качественном и сбалансированном горячем питании школьников младших классов. Идет работа по законодательному обеспечению положений, озвученных президентом в послании Федеральному собранию. Докладываю вам, что законопроект о маткапитале на первого ребенка и его увеличение на второго ребенка принят Государственной Думой на прошлой неделе. И теперь семьи, у которых родились дети с 1 января 2020 года, родился уже первый ребенок, могут рассчитывать и получат материнский капитал. Хочу проинформировать вас о дополнительных средствах, выделенных Республике на реализацию некоторых положений послания президента России, озвученного 15 января. Владимир Владимирович предложил целый ряд мер поддержки семей и ее ценностей, материнства, отцовства и детства. В их числе выплата на детей от 3 до 7 лет по 5,5 тысяч рублей с января 2020 года семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, ежемесячно. Доплата учителям за классное руководство не менее 5 тысяч рублей с 1 января текущего года ежемесячно. Помощь регионам в обновлении детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура». Смею вам доложить, что на реализацию данных положений послания Республики Татарстан дополнительно изменениями в бюджет в 2020 году выделены дополнительные средства. На осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
482,5 миллиона рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 619,5 миллионов рублей, на финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 250 миллионов рублей. В исполнении нацпроекта «Жилье и городская среда» мы практически завершили работу по формированию правового поля, в котором больше не должны появиться обманутые дольщики. А те, которые уже есть, к сожалению, могут рассчитывать на компенсацию вложенных средств или гарантию завершения строительства. Нами принято решение, по которому выплаты, полученные дольщиками, освобождаются от налога на доходы физических лиц. Введены ипотечные каникулы заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Введен запрет на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Запрет микрокредитным и микрофинансовым организациям на потребительские займы под залог жилья или доли в нем. Первое чтение прошел законопроект о так называемых наливайках в жилых домах. В целях реализации нацпроекта здравоохранения приняты законы по госрегулированию цен на жизненно важные лекарственные средства. Закон о гарантированной государством паллиативной помощи, о праве родственников на посещение больного в медицинской организации, в том числе в реанимации, и список орфанных заболеваний, которые финансируются из федерального бюджета, достиг теперь 14. В сфере защиты прав граждан упрощен поиск пропавших детей, использование геолокации без судебного решения. Усилена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие последствия для лиц, скрывшихся с места ДТП и совершившие ДТП в пьяном виде. Принудительное списание долгов по зарплате в пользу работников теперь осуществляется без суда. Усилена ответственность за производство или оборот порошкового алкоголя. Первое чтение прошел законопроект о отрезвителе. По направлению экономический рост, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, законодательно установлены меры господдержки социального предпринимательства через механизмы государственно-частного партнерства в образовании, культуре, соцзащите, обеспечен доступ самозанятых к госзакупкам. Принят закон о развитии системы поддержки экспорта субъектами малого и среднего бизнеса. Поэтому, если вот молодой предприниматель Ренас, который сейчас блестяще перед нами выступил, захочет и попробовать себя и реализовать свою продукцию на экспорт, то государственная поддержка для него уже предусмотрена, стоит только захотеть. Законодательно закреплено участие самозанятых в закупках на условиях малого и среднего бизнеса. Не могу не сказать о важнейшем политическом процессе, который сейчас затрагивает все сферы, всю структуру общества. Это поправки, внесенные президентом России в основной закон, в Конституцию, и они направлены в первую очередь на закрепление социальных гарантий, минимальный размер оплаты труда, индексацию социальных пенсий, выплат, развитие России именно как социального государства. Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении. Сейчас идет широкое обсуждение в Государственной Думе, в регионах, в рамках общения с нашими избирателями. Готовятся поправки ко второму чтению. Я уверена, что в Актанышском районе тоже идет обсуждение этих поправок для того, чтобы всенародно их принять в рамках плебисцита. В части работы над законом о федеральном бюджете на 2020-2022 годы хотела бы сказать, что одним из главных итогов межбюджетных отношений явилось то, что мы по-настоящему добились в последний год прорыва в этих отношениях. В чем он заключается? Впервые законом до 1 января 2020 года распределены практически все 95% федеральных субсидий, которые получают регионы. Что это значит? Это значит, что регионы, Республика Татарстан в том числе, уже в январе-феврале месяце может получить федеральное финансирование и начать их расходовать на социально значимые проекты. К слову сказать, в 2017 году, 2 года тому назад, к 1 января
2018 года было распределено только 2/3 таких субсидий, и многие регионы получали их не в январе-феврале, а в апреле, в мае, в июне и даже в июле, что, конечно, приводило к некачественному или недоиспользованию федеральных средств. Ну что такое, друзья, законы и программы? Они лишь останутся документами для людей, если мы не увидим их отдачу в виде построенных, отремонтированных детских садов, школ, домов культуры, качественных дорог, если в конечном итоге не будет улучшаться инфраструктура и качество жизни людей. И здесь я хотела бы сказать, что нам в 2019 году удалось добиться некоторых серьезных прорывных решений именно в строительстве объектов социально-культурно-бытового назначения. Я остановлюсь лишь только на одном, на строительстве онкологического диспансера, который сейчас ведется в Набережных Челнах. Это серьезнейшая задача, которую ставили и актанышцы, в том числе передо мной на встрече. Вы знаете, что единственный ядерный центр медицины находился до сих пор в Казани, и именно поэтому образовывались серьезные очереди, люди вынуждены были стоять в очередях. Это вызывало и обеспокоенность, и недовольство. Именно Новакович говорил о том, что онкология является одной из серьезнейших проблем и задач, с которыми мы должны справиться. Вот поэтому в 2019 году дополнительно выделены деньги из федерального и республиканского бюджета, и идет строительство этого центра. Это очень дорогой проект. Стоимость его 2 миллиарда 140 миллионов рублей, из них 1 миллиард 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Я вам должна доложить, что строительство идет по плану, деньги осваиваются вовремя, и держу на контроле все этапы строительства и оснащения этого объекта, и к концу этого года он должен быть завершен. И если уж мы заговорили об объектах, таких, которые нужны республике, нашему округу, нашему Актанышскому району, то считаю, что я искренне считаю, что вторая наша задача, задача депутатов всех уровней, тем более уровня федерального собрания, это продвигать республику на уровне государственных программ и по-хорошему лоббировать наши интересы. Так вот, завтра у нас состоится совещание, которое постоянно проводится в Казани под руководством Рустама Нургалиевича, где мы подведем итоги, сколько же федеральных программ мы реализовали на территории нашей республики и какие деньги нам удалось привлечь. Я хочу вам доложить, будет очень интересно, что в республике у нас ведется очень системная эта работа. В республике 15 депутатов федерального уровня и 2 сенатора. Таким образом, 17 человек представляют республику на уровне Москвы, скажем так. Вот у нас все государственные федеральные программы распределены между 17 представителями и по различным направлениям деятельности. Вот я возглавляю самую крупную из них группу, которая занимается вопросами промышленности, машиностроения, поддержки малого и среднего бизнеса, развития моногородов, повышения конкурентоспособности, СПИКи, фонд развития промышленности, программы субсидирования субъектов бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства. Вот всем вместе нам в прошлом году удалось, вместе с правительством Республики Татарстан, удалось привлечь в экономику республики 82,5 миллиарда рублей. Это хороший очень результат на развитие нашей республики. Поэтому и в этом году точно так же будет поставлена работа. Мы завтра подведем итоги и огласим задачи на этот год, в которые войдут, конечно, важнейшие программы, которые реализуются в республике. Друзья, жизнь ставит перед нами каждый день новые задачи, и эти задачи всецело раскрыты в майском указе Владимира Владимировича Путина, нашего лидера, президента, за которого, хочу напомнить, проголосовало более 82% Татарстана. Президент поставил перед нами важнейшие цели на ближайшую пятилетку. Напомню, это повышение средней продолжительности жизни свыше 78 лет к 2024 году, снижение в 2 раза уровня бедности и рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции. Для этого, конечно, нужна конкурентная
растущая темпами выше мировых, темпами конкурентоспособная, эффективная, экспортоориентированная экономика. И поэтому целью в экономической политике тоже выглядит достаточно четко. Это вхождение нашей страны в пятерку крупнейших экономик мира. Коллеги, нам предстоит большая, тяжелая, интересная работа. Дальнейшее развитие экономики, всех отраслей, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, поддержка материнства и детства, культуры, образования и здравоохранения. Наша задача консолидировать общество на решение поставленных задач, больше привлекать молодежь, общественные, профессиональные союзы и некоммерческие организации к совместной работе, стать по-настоящему лидерами для самых лучших, самых креативных и самых активных. Я желаю всем нам успехов в дальнейшей работе. Шулай бирге-бирге, алга таба, яшәргә һәм эшләргә Ходай безгә Söz Россия Davlat Dumасы депутаты Зиннар Пират-Кайдаровна берілі. Добрый день, президиум, добрый день, актонессы. Как вот сегодня уже сказали, Норма сказала, этот год у нас юбилейный год для нашей республики. Очень приятно было здесь услышать, что вы положительной динамикой вошли по всем показателям, вошли в этот год и так дальше будете продолжать, когда у вас есть такие семьи, которые представлял молодой человек, потому что когда смотришь, душа радуется и хочется помогать. И я думаю, что я как депутат после такого обращения тоже постараюсь, чем смогу помочь. Только я думал, что когда вот обращение поступило, думал, не хоккейной площадки, я думал, ватерпольной площадки попросите. Это второй сразу. Ну, и в этом, да, второй, хорошо. Ладно, и это тоже постараемся. Вам, Бигзур Рахмат, за вашу работу, за то, что вы делаете, потому что на самом деле наша республика находится на ведущих позициях, это благодаря вам все происходит. И мы всю Россию практически тоже тянем за собой. У нас всегда представят пример, потому что, опять же, благодаря вашей работе. И от себя лично я бы хотел еще, помимо всего прочего, так как мы депутаты, мы же работаем с избирателями, я бы хотел, с вашего позволения, вручить благодарственное письмо Энгелю Наваповичу за ту работу, которую он делает, которую оказывает нам, как депутатам, в работе с избирателями.